Бог утверждает, что в вашей жизни есть кто-то, кто дал ему обет любить вас вечно. Этот человек взял на себя искреннее обязательство ценить и любить вас вечно. Любовь – мощная сила, которая глубоко и значимо связывает людей. Когда кто-то дает обет Богу от вашего имени, это подразумевает глубокую и непоколебимую приверженность. Эта клятва является обещанием преданности и заявлением о том, что их любовь к вам вечна. К этому обещанию не следует относиться легкомысленно, поскольку это священные узы, основанные на безусловной любви и уважении. Человек, давший это обещание Богу, признает вашу ценность и видит вашу внутреннюю красоту. Они пообещали быть рядом с вами как в хорошие, так и в плохие времена, предлагая вам любовь и поддержку. Оставайтесь до конца, чтобы получить полную информацию сегодня. Бог хочет, чтобы вы поняли важность этого обещания. Это свидетельство глубины любви и значимости вашего присутствия в жизни этого человека. Обязательство любить вас вечно – это отражение божественной любви, которую Бог испытывает к каждому из нас. Если вы верите, напишите «Я верю» и поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Присоединяйтесь к каналу, чтобы получать видео из первых рук и особые молитвы за вас и вашу семью. Это обещание не гарантирует, что в отношениях не будет проблем и трудностей. Как в любви и самой жизни, в ней есть взлеты и падения, смех и слезы. Однако обещание любить вас вечно означает, что этот человек выдержит все трудности вместе с вами, выслушает и предложит непоколебимую поддержку, независимо от препятствий, которые могут возникнуть. Очень важно ценить и поддерживать это обещание. Отношения требуют усилий, понимания и прощения. Примите любовь, которую испытывает к вам этот человек, и ответьте ему взаимностью с добротой, страстью и благодарностью. Общайтесь открыто и честно и цените моменты, которые вы проводите вместе. Иногда в ваш разум могут закраться сомнения, ставящие под сомнение подлинность этого обещания. Однако Бог хочет, чтобы вы верили в преданность этого человека. Доверьтесь их словам и действиям, и пусть любовь наполнит ваше сердце теплом и безопасностью. Также важно помнить, что это обещание не означает, что ваше счастье зависит исключительно от этого человека. У каждого человека свой путь и цель в жизни. Хотя их любовь – прекрасный и ценный аспект вашей жизни, ваше счастье и удовлетворение исходят изнутри. Бог хочет, чтобы вы приняли свою ценность и признали, что заслуживаете любви, уважения и удовлетворенности. Развивайте любовь к себе и заботу о своем разуме, теле и духе. Когда вы заботитесь о своем благополучии, вы можете в полной мере оценить и ответить на любовь, которую испытывает к вам этот человек. Более того, Бог хочет, чтобы вы поняли, что это обещание является напоминанием о вечной любви и благодати, которую Бог изливает на вас. Будем любить друг друга, ибо любовь исходит от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 1 Иоанна 4:7. Божья любовь неисчерпаема и безусловна. Это любовь, превосходящая человеческое понимание. Пусть это обещание будет символом божественной любви, которая окружает вас, независимо от того, суждено ли этому человеку прийти в вашу жизнь или еще не проявилось. Доверьтесь Божьему времени. Бог знает, что для вас лучше, и организует идеальные моменты и встречи в вашей жизни.
Будьте терпеливы и верьте, что это обещание будет исполнено в свое время. Если вы доверяете, введите «Я доверяю». Бог хочет, чтобы вы знали, что вы являетесь получателем божественных благословений, и ваша жизнь наполнена неизмеримыми дарами и благодатью. Божья любовь и забота о вас безграничны, и Бог решил благословить вас, признавая вашу внутреннюю ценность. Каждое благословение является отражением Божьей благодати и свидетельством особого места, которое вы занимаете в Божьем сердце. Помните, Божьи благословения не ограничены, они обильны и безграничны. Нет недостатка в Божьих благословениях, они предназначены не для накопления, а для совместного использования, распространения и умножения. Чем больше благословений вы смиренно примете от Бога, тем больше они войдут в вашу жизнь и коснутся жизни других. Примите эти благословения со смиренным сердцем, признавая их свидетельством Божьей благодати и щедрости. Бог любит тебя вечно. Напишите 11:11, чтобы получить Божью любовь в свое сердце. Бог искренне говорит: «Я люблю тебя. Ты очень ценен для меня. Даже если ты заблудишься, моя любовь сохранится. Независимо от того, насколько глубока пропасть, я приду, чтобы спасти тебя». Во Вселенной нет слов, которые могли бы описать это. Святое, прекрасное и вечное чувство, которое я испытываю к тебе. Пусть мой голос коснется вашего сердца, и Святой Дух подарит вам мой мир в минуты тишины. Я никогда не оставлю тебя. Ты важен для меня, и мое вечное обязательство – держать тебя в своих руках каждый день. Я жду вас в моем присутствии, где вы найдете силы и утешение, чтобы справиться с трудностями, с которыми вы столкнетесь на своем пути. Какой бы огромной ни казалась гора, я буду здесь, чтобы помочь вам преодолеть ее и дать вам возможность достичь более высоких духовных уровней. Понимаю это послание, которое я хочу передать вам сегодня. Не сравнивай мою любовь с чьей-либо еще и не сомневайся в своей ценности из-за конфликтов, с которыми ты сталкиваешься. Не отказывайтесь от моего слова из-за своих неудач и не умаляйте моих благословений и прощения. Я остаюсь прежним, и моя любовь к тебе не изменится. Я люблю тебя и буду продолжать любить тебя. Даже если другие презирают, отвергают или предают тебя, не сравнивай меня ни с кем, потому что и хорошие, и плохие живут под одним небом и сталкиваются с бедами. Те, кто служил мне, также страдали от голода, предательства, презрения и преследований. Сомнения терзают тебя каждый день, и враг хочет, чтобы ты сдался, разочаровался в жизни и усомнился в моей любви. В данных, которые у тебя есть, пишу по доверию: Отец мой, если ты веришь, слушай, я очистил твое сердце и преобразую твою жизнь. Я надеюсь на искреннее стремление следовать за мной, не оглядываясь назад. Примите эти слова, они сделают вас мудрыми. Вы человек, и пока вы живете на этой земле, борьба собственными силами приведет к поражению. Но я буду с тобой, и я не брошу тебя. Грех ранит тебя, ты никогда не смеялся над моей жертвой. Я вижу твои усилия и преданность делу, хотя ты не идеален, я буду продолжать любить и укреплять тебя. Я имею право заключить с вами завет, записанный в спасение, которое я даю вам. Вы наследник благословений, силы, мира, терпения и любви. Я открою твои глаза, чтобы ты мог видеть за пределами презрения и хвалить меня.
Ты понимаешь, какое великое и прекрасное будущее, которое тебя ждет. Ваше счастье начинается здесь и сейчас. Сегодня вы наполнены несокрушимой силой и мощным светом, зажженным в вашем сердце, смыслом жить и светом, освещающим ваш путь. Мотивация продолжать борьбу, не сдаваясь, желание помогать, служить и благословлять окружающих. Позвольте мне направлять вас и предлагать вам мудрость на каждом этапе. Поверь, я никогда не оставлю тебя одну. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы взять тебя за руку и поднять, когда ты почувствуешь слабость. Я твой всемогущий Бог, и я приказываю морям и бурям подчиняться тебе. Я даю тебе власть наступать на змей, и ничто не причинит тебе вреда. Ты увидишь, как твои враги падут справа и слева от тебя, все восставшие против тебя будут посрамлены и побеждены. Пожалуйста, не говорите мне, что вы чувствуете себя ничтожным. Я не хочу, чтобы вы принижали и отказывали себе в этом прекрасном благословении. Ты говоришь, что любишь меня и веришь. Докажите это, приняв эти слова и поверив в них. Приготовьтесь преодолеть свои конфликты и проблемы, ведь сегодня я окружаю вас своей любовью и наполняю своей силой. В этот день я подтверждаю свой завет. Я всегда буду рядом с тобой, и я люблю тебя. И я никогда не оставлю тебя. Скажите вслух: слава Богу, чтобы подтвердить это обещание. Осмелюсь написать эти 3 слова своим пером: «Я верю, Господь». Выделите немного времени, найдите место вдали от шума и послушайте эти наполненные любовью и нежностью слова, которые я подарю вам сегодня. Не игнорируйте это искреннее послание, я посылаю его вам с любовью, потому что вижу, как вы стремитесь и изо всех сил пытаетесь двигаться вперед в своей жизни. Это слово для тебя. Я твой Отец и люблю тебя безоговорочно. Каждый день я прихожу к тебе навстречу, освещаю тебя солнечным светом, обнимаю тебя любовью. Я защищаю тебя от холода и успокаиваю твое существо в жару. Я обращаюсь к вашему чувствительному сердцу, которое было ранено, унижено и чувствовало себя одиноким, брошенным и сбитым с толку. Сегодня я пришел, чтобы вывести тебя из этой печали. Я хочу убрать из твоей жизни те эмоции, которые ты носишь в своей душе, воспоминания, чувства, которые порой заставляют тебя снова впасть в отчаяние. Я много раз слышал, как ты говорил, что никто тебя не ценит и не понимает, что ты устал отдавать все ради любви, не получая взамен ни капельки понимания и внимания. Вспомните меня, как меня пригвоздили к кресту и как жестоко заставили пить горький уксус. Моя жертва ради тебя была велика, и ничто меня не остановит, потому что я уже решил, что благословлю тебя. Напишите «Аминь», чтобы заявить об этом. Иногда в своем молчании вы просите у окружающих простой стакан воды, а получаете оскорбления, ложную дружбу и людей, которые вас разочаровывают. Помните, что и я был жестоко предан и распят, но воскрес в силе и славе, чтобы вы больше не страдали. Я твой Бог, почувствуй меня сегодня, читай Библию и слушай. Ты не один, я люблю тебя. Плачьте, но от радости лейте слезы счастья. Это ответ, которого вы ждали сегодня в своем путешествии. Не забывайте, что несмотря на бури, борьбу и ошибки, даже когда кажется, что все против вас, храните глубоко в душе, что вы не одиноки. Я люблю тебя, и все будет хорошо. У тебя доброе сердце, и я благословлю и умножу каждое доброе дело, которое ты совершишь.
Если вы сегодня пойдете к врачу и почувствуете страх, я не брошу вас, потому что за мной. Последнее слово и сила творить чудеса. Я желаю наполнить вас здоровьем и благополучием и облегчить ваши заботы. Для тех, кто не знает, как накормить своих детей, держитесь моего слова. Я готовлю стол, полный провизии, чтобы вы и ваша семья могли насладиться моими благословениями. Для вас, кто не может оплатить свои долги и обязательства, поверьте в мою силу. Вскоре вы получите сюрприз, который полностью изменит вашу текущую ситуацию. Для тех, кто ищет хорошую работу, вы ее найдете. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, продолжайте искать. Мои ангелы будут вести тебя на всех твоих путях, чтобы ты не споткнулся, чтобы ты мог благодарить людей и знать, в какие двери постучать. Вы с радостью расплатитесь со всеми своими кредиторами, а также сможете помочь тем, кто тоже в этом нуждается. Вокруг вас живет большое сообщество, и я склоню многих из них в вашу пользу, чтобы вы могли найти друзей, общение и работу. Помните, что я ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Относитесь к тем, кого встретите на своем пути, с благородством, со смирением и огромной улыбкой. Даже когда ты чувствуешь внутреннюю тоску и хочешь плакать, вспоминай, что я дал тебе много даров и талантов. Некоторые из них остаются скрытыми, но пришло время вынести всю эту благодать на свет, которым я благословил вас. Ваша радость и вера вдохновят других помогать вам, так же, как они украшают их жизнь простой улыбкой. Я с тобой, и для тебя это будет незабываемый день. Продолжайте слушать, читать и верить моему слову. Вскоре ты придешь ко мне, очень счастливый от всех благословений, которые ты пожнешь. Я единственное святое и сверхъестественное средство от всех твоих недугов. Я ваш Бог, ваш Целитель, тот, кто открывает двери и очищает ваши пути. Напиши: «Я люблю тебя, Боже». Я ваш Кормилец, ваш Защитник. В моих руках жизнь и будущее вашей семьи, окутанные мантией моей любви. Сегодня вы почувствуете мое настоящее и мощное присутствие. Вы надеялись, что я поговорю с вами, и пришли со смирением и благодарностью в сердце, готовые выслушать меня. Поэтому примите эти слова и держите их внутри себя, позволяя им наполнить ваш разум и рассеять все беспокойства, которые вас мучили. Теперь вы идете с уверенностью и верой. Даже если твои естественные глаза не видят меня, ты можешь чувствовать меня, ты можешь верить в меня. Твердо верьте в чудеса, которые я могу совершить в вашей жизни и жизни вашей семьи. Позвольте мне взять вас за руку и с терпением и нежностью вести вас по святому пути любви, где царит моя воля. Штормы утихают, а море успокаивается, когда ты слышишь мой голос. Вас окутывает защитный плащ, и ваш покой и безопасность настолько велики, что шум ночи не вызывает у вас страха. Не позволяйте беспорядку мира дезориентировать вас. Никогда не отпускай мою руку и не отвлекай свое внимание. Каждый день – это ценная возможность продолжить борьбу, оставив позади проблемы, падения, разочарования и обиды прошлого. Обновите свой образ мышления, начиная со своих слов, и не обижайтесь на то, что вы говорите себе. Слова имеют огромную силу, вместо того, чтобы разрушать, они должны быть мудрыми и возвышающими. Не позволяйте врагу убедить вас, что вы не сможете измениться или что ваше будущее будет полно поражений и проблем.
Для меня нет ничего невозможного. Держитесь этой истины, что бы ни случилось, не забывайте ее. Ваши нынешние обстоятельства, будь то экономические трудности, семейные конфликты, семейные проблемы, проблемы со здоровьем, даже если они кажутся трудными, я могу изменить их, если вы спросите меня с верой в молитве. Я не обещаю, что это будет легко, но я даю вам слово, что у вас есть моя помощь, поддержка и сила. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда был здоров. Напиши: «Я люблю тебя, Боже». То чудо, которое тебе нужно, я хочу и могу воплотить в реальность, поверь мне. Ходьба с крестом на спине принесла пользу. Страдания жесточайших мучений на кресте не были напрасны. Я знал, что однажды ты родишься и встретишь свой собственный путь, полный плетей и презрения. Вы прошли через столько страданий, причиненных другими, но сегодня я заберу из вашего сердца все разочарования и разочарования. Я уже пострадал и отдал свою жизнь, чтобы воскреснуть за вас, чтобы у вас была возможность для изобильной, свободной и счастливой вечной жизни. Поверьте моему слову, чтобы ваш разум испытал настоящую трансформацию и поток чистых мыслей. Там, где была только путаница, будет ясность. Там, где была печаль, появится радость. Там, где была депрессия, возникнет гигантское желание жить, любить и прощать. Я давно забыл твои ошибки и хочу, чтобы ты двигался вперед только с надеждой и доверием к моей бесконечной любви. Мой сын, моя дочь, отдай мне свое сердце, чтобы твои глаза могли следить за путями в этом мире, где ты путешественник. Вы столкнетесь с трудностями и сеете семена, но мое благословение будет вашей судьбой. Я желаю, чтобы твои ноги шли по пути моей любви. Еще раз серьезно прошу тебя отдать мне сегодня свое сердце. Тем самым я наполню тебя радостью и облегчу беспокойство, омрачающее твое лицо. Я дам тебе силы преодолеть все трудности, которые преследовали тебя с детства. Вы знакомы со своей борьбой и понимаете, о чем я говорю. Я любил все, что ты есть, и выбрал тебя за это. Примите триумф, чтобы направлять и помогать другим найти свою судьбу. Примите это обильное духовное богатство, которое я предоставляю. Это не пустое богатство. Примите это смиренно и наполните свое сердце мужеством, ибо вместе с этим я принесу много перемен в вашу жизнь. Я твоя жизнь. Дайте мне возможность показать вам, что я могу полностью сформировать вас до такой степени, что многие вас не узнают. Ваша решимость, сила и радость удивят окружающих. Прими мое приглашение. Отдайте мне свое сердце, и я начну мощную трансформацию внутри вас, окружив вашу семью гармонией, миром и благословениями. Доверься мне и дай мне руку в эти минуты бедствия. Не позволяйте угрозам и проблемам лишить вас покоя и уверенности. Я чувствую сострадание к твоим страданиям, и твое искреннее сердце трогает меня. Я выполню свои обещания. Я всегда был с тобой и никогда не оставлю тебя, даже в самую сильную бурю. Мои планы масштабнее и лучше твоих. Мои мысли вечные приведут вас в безопасное место, полное мира и процветания, даже в сложных обстоятельствах. Если вы встретите их с верой и надеждой, ваша жизнь изменится. Ищи меня утром, днем и ночью перед сном. Я рад, что вы говорите со мной с открытым сердцем.
Даже если вы сейчас не видите меня, небеса дрожат, когда вы восхваляете и молитесь с верой, прося защиты своей семьи и умоляя об их безопасности. Позвольте мне повторить, даже если все остальные бросят вас, я никогда этого не сделаю. Моя любовь к тебе непоколебима, и я никогда не подведу тебя, даже если те, кто утверждает, что любит тебя, терпят неудачу. Я всегда буду рядом с тобой, заботясь и любя тебя сверх того, что ты можешь себе представить. Напишите 999, чтобы получить эти благословения. В моих руках ваша семья, ваше будущее и ваше здоровье. Цените, цените, заботьтесь и сохраняйте эти благословения. Не стоит их недооценивать или принижать. Если вы верны в малом и заботитесь о том, что я даю вам, в час нужды слово мое обещает, что ваши благословения умножатся, и я дам вам вещи великой вечной ценности. Как говорит мое слово, мое дорогое дитя, ты любишь меня. Приготовьтесь, потому что размер двери, которую я открываю для вас, вас удивит. Имейте веру, будьте преданными и благоразумными во всех своих действиях. Приготовьтесь, потому что все, что я запланировал для вас и вашей семьи, придет как проливной дождь удивительных благословений. Вы просили подтверждения, чтобы принимать решения о вещах, о которых вы думали. Это ваш ответ. Вы должны пойти на риск и отбросить страхи, которые загнали вас в ловушку этой неустойчивой ситуации. Ваши мечты велики, а желания прекрасны, но страх неудачи парализовал вас. Пришло время тебе взять меня за руку и улететь. Ничто никогда не будет прежним. Не бойся, цепляйся за меня перед каждым важным решением. Я буду с тобой день и ночь, следя за тем, чтобы все происходило по моему святому плану. Откройте Библию и искренне помолитесь, ибо там я покажу вам, что все, что я вам сказал, реально, а не фантазия. Мое слово будет живо и сбудется. Я поведу тебя туда, где тебе следует быть, туда, где ты будешь процветать. Вы найдете людей, которые идут по вашему пути и думают так же, как вы. Вместе мы построим будущее, полное благословений и чудес, потому что мои планы огромны. Вы даже не представляете, какое величие ждет вас в жизни. Будьте добры и внимательны со всеми людьми, которых встречаете. С сегодняшнего дня ты познакомишься с хорошими, искренними и интересными людьми. Вы получите помощь там, где меньше всего ее ожидаете. Держите глаза открытыми и свои чувства настороженными, чтобы, когда дверь откроется и появится возможность, вы не отвлекались на плохие вещи или проекты, не имеющие никакой ценности или смысла. Вы меня хорошо знаете, мне нет необходимости рассказывать вам больше. Мое послание ясно, и я знаю, что вы его понимаете. Напишите «Хвала Богу», чтобы подтвердить это благословение в сегодняшних словах. Я всегда буду направлять тебя и всегда быть рядом с тобой. Ничто и никто не может меня поколебать, и я стою твердо, как скала. Закройте глаза и вдохните это божественное дыхание, которое я посылаю вам, на случай, если вы спешите и вам нужно уйти. Возьмите этот прекрасный покой с собой и оставьте здесь свою тревогу. Иногда ты чувствуешь, что не заслуживаешь этого, но я хочу, чтобы ты знал, что я буду рядом с тобой ради любви, не передумав. Ты хочешь приблизиться ко мне, но останавливаешься, когда собираешься отдать мне вещи, которые не дают тебе покоя. Тогда на вас нападает сомнение, и вы продолжаете нести мешок,
полной горечи. Обратите внимание на мой голос, почувствуйте эту сладость, которая исцеляет вас. Позвольте мне написать и вселить мое слово в вашу душу. Слушай, я люблю тебя, и ты свободен. Я нежно обнимаю тебя и держу в своих руках. Сегодня вы можете столкнуться со многими трудностями на своем пути, но куда бы вы ни пошли, послушайте меня еще раз. Я буду с тобой и продолжу шептать тебе на ухо целебные слова, чтобы ты не забыл меня, чтобы ты не отвернулся, чтобы ты не позволил своим эмоциям обмануть тебя. Я оставлю горящее пламя в твоем уме, в твоем сердце, и когда придет тьма, окутывающая своим холодом и ужасом, мой свет засияет ярче, как солнце освещает твою землю. Зло не может скрыться от моего вечного света. Никакого духовного врага, который хочет вас огорчить сегодня, больше не существует. Дай мне возможность показать тебе, как сильно я тебя люблю. Аминь. Пусть это послание тронет ваше сердце и вдохновит вас противостоять любым трудностям, которые встретятся на вашем пути. Вы знаете, что Бог всегда рядом с вами и говорит вам доверять Ему. То, что происходит, не имеет ничего общего с вашей собственной силой, делами, усилиями, но с проявлением Божьей силы, благосклонности и цели. Приготовьтесь к необычайному благословению. Не отказывайтесь от своей мечты, потому что я верен и восстановлю вас, исцелю вас и открою перед вами путь. Я делал это раньше и сделаю это снова. Бог говорит: «Я знаю, что для тебя эти времена были тяжелыми». Иногда кажется, что продолжать идти невозможно, но я хочу, чтобы вы знали, скоро ваша ситуация изменится. Независимо от того, где вы находитесь, с какой бы проблемой вы ни столкнулись, я рядом с вами. Благословения, прекрасные, священные и добрые, ждут вас. Вас также ждет чудесное семейное примирение. Вы встретите новых людей с прекрасными намерениями в вашей жизни. Продолжайте двигаться вперед, не позволяйте слезам прошлого затопить вас. Я спасаю тебя от рабства и страха, дарую тебе свободу. Я прошу вас дать мне обещание дорожить этим благословением, пока я наблюдаю и слушаю ваше растущее мужество. Ты никогда не был трусом, и мне приятно видеть твои благородные намерения. Я восхищаюсь верой, которую вы демонстрируете, и усилиями, которые вы прикладываете, чтобы все исправить. Я жажду видеть вас победителями, окутанными успехом и глубоко счастливыми под дождем моих благословений. Возвращайся ко мне каждый день. Хоть ты сильный и храбрый, ты все равно мой сын или дочь. Я хочу, чтобы ты проводил время в моем присутствии, чувствуя мою любовь. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Я ценю вашу природу, и, несмотря на многочисленные нападения и несправедливую боль, я буду продолжать осыпать вас обильными благословениями. Не беспокойтесь о тех, кто сеет страх. Вам повезло услышать уникальные слова и откровения. Оставайтесь твердыми, оставайтесь сосредоточенными. Несмотря на завистников, пытавшихся усложнить вам жизнь, унизить вас и ранить сплетнями, вы стоите здесь, ваша вера непоколебима. Я ценю вашу способность расставлять приоритеты в том, что действительно важно, и отвергать злые слова и козни ваших врагов. Свет, который вы излучаете, ослепляет их, и мое присутствие в вашей жизни их беспокоит. Моя благосклонность в вашем доме вызывает у них гнев и беспокойство. Будьте уверены, зная, что я защищаю вашу жизнь,
вашу семью, ваш дом и вашу работу. Я позабочусь о них, успокою их и отвлеку их внимание на что-то другое. Они понимают, что бы они ни делали, это ни в малейшей степени не помешает вашим благам. Они страдают, потому что отвергли мое слово и мою любовь. Я предложил совет по поводу их благополучия, но они отказались и ушли. Вы решили последовать за мной, осознав, что я – решение ваших проблем, и всем сердцем подчинились моей воле. Вы поверили моему слову безоговорочно. Признайте, что не все такие, как вы. Оглянитесь вокруг, многие могли бы насладиться моей любовью, но их сердца ожесточились. Все пошло не так, как они надеялись, и они обвиняют других, в том числе и меня. Ты другой. Просто помните, что ваша победа, ваш успех и ваша храбрость были получены вами через жертву, страдания и кровопролитие на кресте. Прямо сейчас прими величественную славу силой моего воскресения. Я обещал быть с тобой при любых обстоятельствах, быть твоим отцом, кормильцем и прибежищем. Вы не одиноки и не покинуты, и вам не следует бояться. Даже в случае поражения не позволяйте негативным эмоциям украсть ваши благословения. Мое слово исполнено и удерживает вас, чтобы вы не были побеждены. Зарезервируйте для меня особое место в своем сердце. Имейте веру и покой в моих объятиях, потому что я контролирую вашу жизнь и всегда защищаю вас. Я постоянно забочусь о тебе, даже когда ты просыпаешься каждое утро. Почувствуй мое присутствие в эти первые минуты дня. Сосредоточьтесь на том, чтобы слушать мое слово и получать мое руководство. Не отвлекайтесь на другие заботы. Поверьте, что у меня все под контролем, и я не боюсь невзгод. Когда я рядом с тобой, ничто и никто не сможет причинить тебе вред. Многие проблемы, которые вас беспокоят, будут решены быстрее, чем вы думаете. В нужное время вы получите ответы, которые ищете в своих молитвах. Пока вы молитесь, я иду по вашему пути и пишу вашу историю. Ничто не находится за пределами моей мудрости и воли. В ваших глубочайших молитвах я открываю двери для благословений, которых вы жаждете, и укрепляю вашу веру на каждом этапе пути. Я здесь, чтобы поднять и направить вас к новой жизни и новому началу, где все будет по-другому. Не беспокойтесь о том, что о вас думают люди. Держите голову высоко и живите с верой и достоинством. Мнение завистников не должно иметь для вас значения. То, что я думаю о тебе, действительно важно. Вы прекрасны с чистым сердцем. Наполните свой разум моими словами, и когда вы столкнетесь с критикой, найдите прибежище в моей любви. Я был рядом с тобой во всех битвах, зная твои падения, поражения, победы и трудности. Сейчас настало время торжествовать и поднять свою жизнь на новую высоту. Оставьте позади битвы прошлого и войдите в фазу триумфа и обновления. Благодарю Тебя, Господь. В тишине ваших самых трудных моментов, переживая бури, бушевавшие в вашей жизни, я преданно был рядом с вами. Я праздновал каждую победу вместе с тобой, мое дорогое дитя. Я признаю, что ваш путь не был легким, но именно ваша непоколебимая вера была путеводным маяком даже в самые мрачные часы. Когда вы оказались окружены холодной неопределенностью жизни, именно ваша вера сияла, как яркая звезда в самую темную из ночей. Ваша непоколебимая вера,
вот что отличает вас от других, она поистине необыкновенна. Очень важно, дорогой сын, помнить, что вера – это нечто большее, чем просто пустое убеждение. Это глубокое и решительное убеждение. Это внутренняя уверенность в том, что, несмотря на видимость и жизненные испытания, я непрестанно и активно работаю в вашей жизни. Когда вы посеяли семена надежды и настойчивости и полили их доверием и верой, вы возделывали плодородную почву, на которой теперь расцветает ваше чудо. Чудо, которое ты так искренне искал, как осязаемое проявление моей безграничной любви, всемогущей силы в твоей жизни. Прежде всего, поймите, что вы являетесь неотъемлемой частью моего божественного плана. Каждый ваш шаг, каждое принятое вами решение привело вас к моменту глубокого открытия. Каждая дверь, которая открылась, и каждая дверь, которая осталась закрытой, каждый поворот и поворот на вашем пути, каждое препятствие, которое вы преодолели, все это было направлено высшей целью. Осознайте эту цель в своем сердце и ответьте утверждением: «Я верю в волю Божию». Ты, мое любимое дитя, сродни живой книге, и каждый этап твоей жизни написан моей заботливой рукой. Каждая пролитая вами слеза была страницей вашего повествования о личностном росте, а каждая улыбка преподала урок радости. Сегодня, когда вы станете свидетелем осуществления вашего чуда, примите истину, что мое присутствие постоянно остается рядом с вами. Вы никогда не одиноки в этом путешествии. Поймите, что ваша вера, которая спасла вас и провела через различные испытания, также является свидетельством вашего мужества и вашей способности противостоять жизненным бурям с непоколебимой решимостью. Помните, что неприходящая вера перед лицом невзгод – это то, что действительно отличает вас. Как следует из священных писаний, ваша вера действительно сдвинула горы. Никогда не позволяйте сомнениям и страхам завладеть вашим разумом. В такие моменты оглянитесь назад и подумайте о том, сколько раз ваша вера поддерживала вас. Поймите, что я – ваше убежище, ваша прочная опора во времена неопределенности. Запомните эти слова: «Господь – моя сила». Вы отправляетесь в путешествие, обширное и наполненное приключениями. На этом пути вы имеете полное право позаботиться о себе. Не стоит недооценивать огромное положительное влияние, которое вы можете оказать на окружающий мир. Каждое доброе слово, каждый акт сострадания, каждое выражение любви порождают волны позитива, которые выходят далеко за пределы вашего непосредственного восприятия. По сути, вы становитесь светящимся маяком надежды для тех, кто встречается на вашем пути. Пусть твое сердце будет подлинным зеркалом моей безграничной любви и сострадания. Продолжая продвигаться по своему пути, всегда помните, что будущее таит в себе сюрпризы и чудеса, далеко превосходящие ваше нынешнее понимание. Поэтому продолжайте мечтать и верить, ибо я действительно Бог невозможного. То, что вы воспринимаете как ограничение, я рассматриваю как возможности для роста и трансформации. То, что вы считаете вызовом, я рассматриваю как ступеньки, ведущие вас вверх. Встречайте каждый день с благодарностью и смирением, ведь каждый день – это необыкновенный дар. Каждый новый день дает шанс для роста, возможность поделиться своей любовью и момент стать ближе ко мне. Ты – важная часть великого полотна моего божественного плана. Ваши уникальные таланты, увлечения и черты характера – это дары, данные вам, чтобы сделать мир вокруг вас ярче.
Чудо, которое вы испытываете, является свидетельством соответствия вашей жизни моей божественной воле. Продолжая это путешествие, знайте, что я с вами на каждом шагу, направляю, люблю и радуюсь вашим успехам. Подтвердите свою веру в этом путешествии. Ваше чудо – не изолированное событие, а глубокое проявление моей постоянной заботы и привязанности к вам. Мое божественное присутствие идет с вами рука об руку, пока вы проходите по многочисленным путям жизни. Моя любовь непоколебима, моя поддержка непоколебима, а мое восхищение безгранично. Двигаясь вперед, берегите память о том моменте, когда вы осознали свое чудо, осознав, что ваша вера была нерушимой связью, связывающей вас с Божественным. Никогда не сомневайтесь в силе своего сердца, поскольку оно служит каналом, через который вы соединяетесь с Божественным. Итак, продолжайте верить, упорствуйте с радостью в сердце и носите благодарность в душе. Я всегда остаюсь с вами, направляя ваши шаги, празднуя ваши достижения и предлагая утешение в моменты испытаний. Ваше чудо – реальность, свидетельство моей безграничной любви и безграничной силы. Продолжайте свое путешествие с решимостью, смелостью и любовью, исходящей из вашего сердца. Я всегда рядом с вами, праздную каждую веху, помогаю вам преодолеть все трудности. Ваше будущее наполнено надеждой, и вместе мы сможем воплотить ваши мечты в реальность. С самого начала я был рядом с тобой, сопровождая тебя на каждом этапе твоего пути с безусловной любовью. Каждое испытание, с которым ты столкнулся, каждая слеза, которую ты пролил, каждая улыбка, украсившая твое лицо, не ускользнула моего зоркого взгляда. Каждое препятствие было возможностью для роста, шансом укрепить вашу веру и приблизиться ко мне. Подтвердите свою веру в это. Эти слова – нежное напоминание о том, что вас глубоко ценят и что ваша цель божественна. Продолжайте идти путем веры, надежды и любви, осознавая, что вы – любимое дитя Божественного Отца. Пусть сияние вашей веры ярко сияет, освещая предстоящий путь, изобилующий благословениями и достижениями. Вы действительно благословлены, глубоко обожаемы и предназначены для значительных достижений. Крайне важно сохранять непоколебимую веру в себя, поскольку ваше путешествие направляется нежным прикосновением моих божественных рук. Даже когда на горизонте маячат жизненные бури, помните, что у вас есть способность найти спокойствие в глазах бури. Подобно тому, как опытный капитан с твердой решимостью преодолевает бурные воды, вы тоже можете смело пересечь море невзгод, потому что я ваш постоянный проводник. В моменты, когда неуверенность пытается подорвать вашу уверенность, помните, что я – мягкий голос, шепчущий в вашем сердце, напоминающий вам о вашей ценности и потенциале. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это не непреодолимые препятствия, а скорее возможности для роста и обучения. Они служат ступеньками, которые поднимут вас на более высокие уровни понимания и устойчивости. Не бойтесь невзгод, поскольку это всего лишь временная глава в великом повествовании вашей жизни, часть необычайного плана, который я тщательно сплел для вас. Когда усталость угрожает поглотить вас, позвольте себе минуты отдыха и восстановления сил. Признайте, что вы человек, и что испытывать утомление в определенные моменты вполне естественно. В эти периоды отдыха утешайтесь осознанием того, что я держу вас в своих любящих объятиях, окутывая любовью и обновлением. Ваше путешествие – долгое и полное приключений, наполненное как возможностями, так и проблемами.
Вы имеете полное право позаботиться о себе на этом пути. Воздержитесь от гнева и оставьте гнев, ибо он ведет только ко злу. Нечестивцы скоро исчезнут, а кроткие унаследуют землю и будут наслаждаться обильным миром. Принесите жертву благодарности Богу и исполните свои обеты Всевышнему. Призови меня в беде, и я избавлю тебя. Тогда ты прославишь меня. Не бойтесь испытаний, которые вам предстоит пережить. Дьявол может испытать вас, и вы можете столкнуться с скорбью, но оставайтесь верными до смерти, и вы получите венец жизни. Тому, кто побеждает, я дарую привилегию вкусить от древа жизни, которое в раю Божьем. Тому, кто победит, я дам немного сокровенной манны и белый камень с начертанным на нем новым именем, известным только получателю. Тому, кто победит и сохранит дела мои до конца, дам власть над народами. Вот, я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду ужинать с ним, и он со мною. Побеждающего тому позволю сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его. Ибо кто желает любить жизнь и видеть добрые дни, пусть воздержится от злых речей. Пусть он отвернется от зла и сделает добро, пусть он ищет мира и стремится к нему. Очи Господа обращены на праведных, и его уши открыты для их молитвы. Но лицо Господне против делающих зло. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии и сонаследники Христу, если только мы страдаем с Ним, чтобы и прославиться с Ним. Ибо я считаю, что страдания настоящего времени не стоят сравнения со славой, которая должна открыться нам. Дорогое мое дитя, я хочу, чтобы ты постигла глубину моей любви к тебе. Это любовь, которая глубже океанов и шире небес. Я избрал тебя для определенной цели, божественного плана, который был приведен в действие задолго до того, как ты сделал свой первый вздох. Желание моего сердца – излить благословение в вашу жизнь, наполнить ее радостью, залечить каждую рану и восстановить все сломанное. Я хочу быть вашим источником надежды и мира, удовлетворять не только ваши потребности, но и самые сокровенные желания вашего сердца. Однако, чтобы этот божественный обмен произошел, я прошу вас непоколебимо довериться мне. Сосредотачиваясь на том, чтобы восхищаться мной и благодарить меня каждое мгновение, поймите, что ваша привязанность и служение мне являются неотъемлемой частью этого божественного плана. Готовы ли вы дать это обещание? Если да, смело подтвердите в комментариях: «Я принадлежу Иисусу». Не позволяйте обстоятельствам вашей жизни определять вашу личность. Вас характеризуют не только ваши трудности или неудачи. Скорее, вы – божественный шедевр, чудо, ожидающее своего полного раскрытия. Стойте прямо и достойно, осознавая, что внутри вас вы несете власть Создателя Вселенной. Добро пожаловать в этот новый сезон чудес, где невозможное превращается в возможное, где высохшие кости возвращаются к жизни, и все становятся целым. Вы находитесь на пути к тому, чтобы стать чемпионом, одержавшим замечательную победу. Дорогой, брат, дорогая сестра, я хочу, чтобы ты осознал масштабы великолепия, которое вот-вот наполнит твою жизнь. Это не просто незначительное улучшение. Это монументальная трансформация, которая сделает весь предыдущий опыт несущественным. Победа – это не просто шанс, а божественное обещание, гарантия небес. Ваше имя запечатлено в небесных записях,
и никакая сила на земле не сможет ему противостоять. Приготовьтесь к благословению. Почувствуйте это глубоко внутри своей души. Верьте этому с непоколебимой верой и знайте, что оно уже на пути к вам. Вы можете подумать, что ваша история уже написана, что последняя глава закрыта. Но помните, Бог, которому вы поклоняетесь, постоянен и абсолютно верен. Зачем колебаться, когда ваша связь с Божественным вот-вот укрепится, как никогда раньше? Готовы ли вы к обновлению силы, цели и страсти, которые зажгут вашу жизнь? И если эти слова резонируют с глубинами вашего существа, и если вы чувствуете, что это ваш божественный момент, подтвердите всем своим сердцем: «Я готов к своей трансформации. Я готов к своему благословению. Аминь. Я получаю его. Я верю в это, и моя благодарность не знает границ». Брат, сестра, отметьте этот день в своем календаре. Напишите это в своем сердце, потому что сегодня тот день, когда Бог вернет вам все несправедливо отнятое у вас. Это не просто компенсация. Это полная реставрация, впечатляющий поворот, который всех ошеломит. Вы верите в чудеса? Приготовьтесь жить один. С непоколебимой убежденностью заявите: «Я готов к своему восстановлению. Я готов к своей победе. Аминь. Я принимаю ее. Я верю в это, и моя благодарность не знает границ». Даже если ваша вера мала, как горчичное зерно, она обладает силой сдвинуть горы и открыть двери, которые кажутся навсегда запертыми. Бог готов совершить в вашей жизни что-то необыкновенное, что-то за пределами вашего самого смелого воображения. Забудьте шрамы, унижения и неудачи прошлого. Бог пишет новую главу в вашей жизни, полную счастья, процветания и безграничных благословений. Готовы ли вы получить полноту небесных благословений, которые вас ждут? С непоколебимой убежденностью заявите: «Я готов получить все благословения, которые приготовили для меня небеса. Я требую их сейчас». Помните, Бог остается неизменным вчера, сегодня и вовеки. Точно так же, как Он позволил Иезекиилю стать свидетелем того, как армия поднимается из долины сухих костей, Он может и сделает то же самое для вашей жизни. Готовы ли вы стать свидетелем того, как невозможное становится возможным? Готовы ли вы стать свидетелем того, как сухие кости вашей жизни превратятся в могучую армию благословений, побед и чудес? И если это послание находит глубокий отклик внутри вас, сделайте смелый шаг веры. Подтвердите от всего сердца: «Я готов к чуду. Я готов стать свидетелем того, как сухие кости моей жизни оживут». Аминь. Почувствуйте волнение, разносящееся по небесам. Ангелы готовятся к грандиозному празднику. Это момент, когда я преобразю вашу жизнь и напишу для вас новую историю. Позвольте мне вести вас по пути благословения и мудрости. Я предлагаю вам свою любовь и мир, чтобы ваша душа и разум могли обрести покой. Аминь. Напишите «Аминь», если верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с 5 людьми, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою веру. Да благословит вас Бог до следующего раза.